На студии человек, который точно знает, что делать в случае любой чрезвычайной ситуации, от урагана до эвакуации. Гость в студии у нас Гинс Рейдсонс, руководитель управления по оперативной информации гражданской обороне Рижской думы. Лабден, здравствуйте. Ну, поговорим о том, насколько у нас Рига готова к возможным кризисам, где искать укрытие, что делать, если где-то завыла сирена, и вы не понимаете, что делать, метаться. Вот в социальной сети, я прям точно уверена, обращаться не надо. Там надо доверять официальным источникам. Что это за источники, тоже будем выяснять. И как самому быть готовым к любой ситуации. Гинс, ну, тревожная сумка есть у вас, лично у вас? Да, даже две. Даже две, на всякий случай, потому что, ну как, у нас в свое время поговорили о том, что нужно тревожную сумку, все послушали, покивали и ладно, как-нибудь потом, да. Но вы, как человек, который с гражданской обороной связан, конечно же, понимаете, что всякие могут быть ситуации. Ну, расскажите, что из себя представляет вообще у нас система гражданской обороны, которая, слава богу, потихонечку начала выстраиваться. Что она сегодня включает? Jā, tad pēc būtības uz civilo aizsardzību mēs skatāmies, ka viņa sastāv no trīs galvenajiem elementiem. Tā ir infrastruktūra, tas ir materiāli tehniskais nodrošinājums, to, ko nu pat minējāt, pēc būtības ģimenei vai individuāli personai, tā būtu tā 72 stundu soma. Ja, un tad ir tieši tās zināšanas, ja, jeb kompetences trešais elements. To pirmo elementu, kas ir infrastruktūra, mēs dalām fiziskajā infrastruktūrā un digitālajā infrastruktūrā. Ja, un tad zem tās fiziskās infrastruktūras šobrīd slēpjas tās patvērtnes. Да, состоит из трех главных элементов. У нас вообще гражданская оборона. Это материально-техническая база, которая, в свою очередь, делится на физическую, то есть это те же самые убежища, и дигитальную. Это те же самые сумки, которые... Вот то, что я спросила Гинта в самом начале, если у него сумка, ну, признаюсь, вот у меня нет, у Гинта есть. Ну, и это тоже знание, компетенции, то есть насколько человек понимает вообще, что нужно делать, да. Jā, jo pēc būtības, kāpēc tāda evakuācijas soma ir nepieciešama, mēs arī redzam ikdienā miera laikos, kad, nu, diemžēl, bet šad tad notiek ugunsgrēki daudz dzīvokļu namos. Un, ja nakts vidū tas notiek, un cilvēks ir izskrējis tikai pidžamā, ne pasi paņēmis, vienīgais, kas viņam ir telefons rokā, tad ir diezgan sarežģīti. Bet, ja var skrienot steigā ārā, jā, teiksim, paķert arī to somu, kurā ir kaut vai dokumentu kopijas vai kaut kas cits, tas, un kaut kāda skaidrā nauda, tas uzreiz jau atvieglot. Да. Почему это важно? Потому что в мирное время может случиться всякое. Например, может быть пожар ночью, и человек, если это случается ночью, то он в одной пижаме, буквально схватив телефон, выскакивает на улицу. Но если у него будет собрана вот такая сумка, в которой будут лежать основные документы или деньги наличные, то это гораздо будет проще. Jā, nu tas ir tā, bet ja mēs skatāmies pašvaldības līmenī kopumā, jā, tad šobrīd galvenās prioritātes un akcenti ir tieši šī fiziskā infrastruktūra, patvērtņu tīkla attīstība. Patvērtņu tīkls kā tāds, viņš jau arī noderē, ņemot vērā gan šīs klimatiskās izmaiņas. Pagājušā gada augustā bija tas spēcīgais vētra, ja, kur kirstīja, kur radīja postījums ne tikai Rīgā, bet Jūrmalā un Jelgavā. Ja, un tanī brīdī cilvēki arī pārvietojās un jāmeklē kaut kur citur, jo nav elektrības, ūdens mājās, ja, tad ir jābūt labai patvērumu vietai. Что задача самоуправления, да, мы поговорили сначала о семейной задаче, вот что должно быть, но задача самоуправления в первую очередь это обеспечить как раз физическую инфраструктуру, но речь идет, конечно, об убежищах. И они нужны не только на случай войны, подчеркивает наш гость, но и на случай, например, ветра. Помните, как в прошлом году был жуткий ветер, который там повалил деревья в Юрмале, и вот для таких случаев тоже нужны вот такие убежища. Сколько у нас таких убежищ есть в Риге? И ведь не только важно иметь некое укрытие, в которое человек может укрыться, действительно переждать ураган. Ну и наверняка есть какие-то
какие-то нормативы для этого убежища? Что там должно быть? Туалет там, я не знаю, что-то, кровать, вода какая-то. Сколько есть и сколько соответствует? Jā, jūs ļoti precīzi pateicāt. Pēc būtības ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vadlīnijas trešās kategorijas patvērtnēm. Viņas arī mājaslapā viņiem ir viegli atrodamas. Un tur ir pateikts precīzi, kam jāatbilst tanī patvērtnē, kam ir jābūt. Ja? Un to, ko jūs uzskaitījāt, ūdens, gaisa aprite, kanalizācija, elektroapgāde. Jā, tās būtu tās pamatlietas, kurām tur ir jābūt. Un tālāk jau mēs skatāmies, kā to komforta līmeni un tās pamatvajadzības nodrošināt augstākā līmenī. Jā, bet pirmais ir, lai varam ieiet un tīri uz īslaicīgi uzturēties. Nu, pieņemsim līdz 2 stundām un tā. Un tālāk jau skatāmies, kā varam to termiņu paildzināt. Bet jo ilgāk mēs uzturēsimies patvērtnē, jo vairāk no viņas tiks prasīts. Alternatīvā elektroapgāde, materiālu tehnisko līdzekļu noliktava, kaut kādas pārtikas rezerves uz vietas. Bet tas ir tikai tad, ja mēs jau viņu attīstam tādu nopietnāku. Мгм. Да, то есть прописаны эти нормативы, что должно быть. Ну, тут важно, канализация, это доступ воздуха, электричества. Ну, то есть такие нормативы, но важно понимать, что есть такое убежище для выживания, где можно провести более 2 часов, ну, единственное, переждать какое-то, не знаю, нападение или там ураганный ветер. Но есть еще убежища, которые с повышенным комфортом, можно так сказать, да. Кстати, как вы относитесь к тому, тут я недавно открыла ССЛВ, и там уже предлагают места купить в неких готовых убежищах. 3000 евро, по-моему, стоит место. И я смотрю, прям несколько объявлений я нашла. Они идут в ногу со временем. И как вы оцениваете такую, не знаю, коммерческую инициативу, что ли? Pēc savas būtības īpašuma tiesību maiņa, tā ir normāla prakse. Bet attiecībā uz šādu, rīcību, kur tiek tirgota vieta patvērtnē, gultas vieta vai kaut kas tāds, ir jāskatās ļoti uzmanīgi. Ja, jo es arī iepazinos ar to sludinājumu, un tad sludinājumā bija rakstīts, ka šī ir certificēta patvērtne. Tāds certifikācijas process Latvijā pagaidām nenotiek. Tā kā pēc būtības tas jau ir tāds sarkanais karogs, kad baigi jāuzmanās, vai tiešām viss tur ir korekti. Plus vēl ir jāņem vērā, ja jūs arī noslēdzat kādu līgumu, kas ir force majeure sadaļā ierakstīts. Ja, jo liela daļa līgumu militāru iebrukumu vai kara gadījumā vai vētrās, savu darbību pārtrauc. Очень интересно. Наш гость говорит, что нужно очень внимательно относиться к таким объявлениям. Да, они вызывают интерес, но там сказано, что это некое сертифицированное убежище, за которое люди просят за место какую-то определенную сумму. Но, во-первых, в сертификации в Латвии убежищ нет. Да. Я понимаю, оно будет, да, может быть, когда-то, но пока его нет. И когда человек предлагает где-то в объявлении сертификацию, это просто красный такой флажок, что нужно очень аккуратно к этому относиться. И еще важно тоже смотреть, что написано в договоре, что будет происходить в случае форс-мажоров, да, и тоже обращать на это внимание, потому что если такой форс-мажор случится, то вообще неизвестно, что там произойдет с этим убежищем. Да, вернемся к цифрам. Сколько у нас в нашем хозяйстве гражданской обороны сегодня есть в целом? Я знаю, что была опубликована карта не так давно убежищ. Я не знаю, сколько людей про нее знают, но, по крайней мере, она есть. И сколько нам нужно вложить еще денег, чтобы привести, в какой-то надлежащий вид бомбоубежища. И где они находятся? Я понимаю, это школы в основном, да? Да. Tā, pirmais aplikācija 112, jā, tur ir patvērtņu slānis. Otrais ir georīga.lv, tur ir jau plašāk ar civilās aizsardzības saistīti elementi. Jā, tur var atrast šīs patvērtnes, evakuācijas pulcēšanās punktus un kritiskos bankomātus. Un tagad par skaitļiem.
Tātad Rīgai šobrīd ir atzīts par atbilstošām vai daļai atbilstošām 230 objekti, kuros ir patvērtni ierīkojami, ja, un atbilstoši VUGD vadlīnijām. Šobrīd nomarķētas, ja, ir 82. Ko tas nozīmē? Ka tur jau var droši laist iekšā cilvēkus. Ja. То есть 230 объектов всего, которые, скажем, подходят для убежища. Да. И, насколько я понимаю, 82 только... Marķētas. Вот как понять это marķētas? Что значит это? Tad zaļa zīme ir virsot cilvēciņiem, ja, kad pēc būtības, un ja viņi ir marķēti, viņi ir ielikt arī tādā GeoRīga mājaslapā un 112 аппликации. Да. Очень важная информация про аппликации, где вообще искать эту информацию. Во-первых, аппликация 112, известная аппликация, и georiga.lv. Там есть не только схема, где можно найти ближайшее укрытие, но и пути эвакуации, и также, что важно, инфраструктура критических банкоматов. То есть, когда человеку нужно взять вот эти наличные деньги, и он бежит и снимает вот эти банкоматы. Кстати, сколько у нас таких банкоматов критических? Ja nemaldos, bija 11 Rīgā. Да, несколько, 15 условно, там, от 15 до 20. Ну и самое главное, все мы прекрасно говорим с вами, Гинс, но человек, важно ведь, когда вот что-то случается, чтобы люди были информированы. Во-первых, насколько вы оцениваете ту систему оповещения, которую все мы услышали недавно в телефонах? Можно ли для Риги сделать что-то отдельное? То есть, например, если что-то случается в Риге, как Рига встроена в эту систему и насколько у нас информированы люди о тех же сиренах. Вот что-то случается, человек не начинает метаться по комнате, а все-таки бежит в каком-то правильном направлении. Да. Jā, teiksim, apziņošanas sistēma es detalizēti tūlīt izstāstīšu galvenajos elementos, jā, bet ja mēs runājam par trauksmes sirēnām, jā, kuras var gaudot un kuras tiek pārbaudīts 2 reizes gadā, ja, tad viennozīmīgi aicinu radio klausītājus tieši slēgt iekšā gan Latvijas Radio 1, gan Latvijas Radio 4 un arī ieslēgt televīziju, ja, jo pēc būtības sistēma paredz to, ka caur šiem saziņas kanāliem primāri tiks informēts, ka pēc trauksmes sirēnas ieslēgtas. Tas, kas šogad tika notestēts dziesmu deju svētku laikā un redzējām šī šūnapraide, tas ir vēl papildus viens elements, kas ir valsts operatīvo dienestu rīcībā, izziņot noteiktā apgabalā par apdraudējumu. Ja, un tad, protams, jā, pašvaldībām ir iespējas, un to mēs arī darām. Mums ir saziņa, veidojam savu kontaktu sarakstus, kurus gan SMS veidā apziņojam, iesaistam arī nekustamā īpašuma pārvaldniekus, un, protams, arī izmantosim savus oficiālos sociālos tīklus. 2 раза в год происходит проверка сирен, сказал наш гость. И, конечно, не надо кидаться в социальные сети и, наверное, искать информацию там. А что случилось? Знаете, как это бывает? А включать официальные источники. Это Латвийское радио 1, Латвийское радио 4. Это сабедрийские медиа. То есть это общественные медиа, которые эту информацию, как правило, обязательно повторяют, рассказывают, почему это звучит тоже, да. И вот этот вот важный момент, а что касается системы оповещения, то она, да, прекрасно работает. И конечно, Рига будет тоже каким-то образом встроена в эту систему оповещения. Последний вопрос, буквально коротко. Сколько Риге надо денег, инвестиций на гражданскую оборону сегодня, чтобы, скажем, привести ее, в какое-то... Понятно, что идеально не будет, наверное, никогда. Но в какой-то, нормативы, условно. Jā, ar skaitļiem es daudz tur stāstīju dažādi, bet jāsaka tā, šobrīd novirzīti 5,7 miljoni. Ir tieši uz 148 objektiem. Ilgtermiņa mērķis ir sakārtot visus tos 230. Mūsu kopumā plānos ilgtermiņa šobrīd ir norezervēti 10 miljoni.
Это 10 миллионов, да, всего нужно будет на 148 объектов как бы вложить 5,7 миллионов евро, но в идеале, конечно, сделать идеальными вот эти 230 объектов и 10 миллионов евро. Я понимаю, что это не в этом году, это на какой-то... Да, илгтермине, это, наверное, до 29 года. Да. И, конечно, я уверена, что наши радиослушатели сейчас сразу подумали о том, что вот, мы на пороге войны, но это не обязательно, еще раз давайте повторим, для войны это нужно просто, как гражданская оборона, она предусмотрена для разных критических состояний, это может быть ураган, это может... для разных ситуаций, поэтому не надо себя накручивать, это нормально, иметь в столице хорошую гражданскую оборону. Спасибо вам огромное. Гинс Рейнсонс, руководитель управления по оперативной информации и гражданской обороне Рижской думы. Спасибо вам большое. Думская площадь. С добрым утром!